Первый этап 25-й сессии Государственного совета Чувашии определил республиканский бюджет на 3 ближайших года. Депутаты рассмотрели изменения, касающиеся аспектов жизнедеятельности региона. Учтены изменения в налоговом законодательстве, которые произойдут с 1 января 2019 года. Так, из объектов обложения налогом на имущество организации исключается все движимое имущество. Потеря бюджета оценивается в 2019 году порядка 971 миллион рублей, в 2020-2021 более 1 миллиарда рублей ежегодно. Также штрафы за нарушение правил дорожного движения будут зачисляться в Дорожный фонд Чувашской Республики. Дополнительно поступление Дорожного фонда оценивается порядка 450 миллионов рублей ежегодно. В связи с чем общий объем собственных доходов Дорожного фонда запланирован на 2019 год в объеме 3,3 миллиарда рублей с ростом на 16% к текущему году. Исходя из этого, параметры бюджета сформированы по собственным доходам на 2019 год в объеме 27 миллиардов 985 миллионов рублей, на 2020 в объеме 29,2 миллиарда рублей, а на 2021 30,7 миллиардов рублей. Прогнозируемый профицит бюджета Енилина предложила принять на 2019 год в размере 11 миллиардов 579 миллионов рублей, на 2020 – 10 миллиардов 140 миллионов, на 2021 год – 7 миллиардов 932 миллионов рублей. Безвозмездные поступления на трехлетний период сформированы с учетом параметров проекта федерального бюджета. На 2019 год безвозмездные поступления уже сегодня планируются в объеме 19,4 миллиарда рублей. Необходимо отметить, что объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из федерального бюджета на 2019 год учтен в объеме 11 миллиардов 115 миллионов рублей, что на 12% выше уровня 2018 года. За 5 лет объем дотации республики вырос в 1,8 раза, при том, что в среднем по субъектам Российской Федерации рост составил только 1,4 раза. Министр финансов, прочитав весь проект республиканского бюджета, предложила депутатам утвердить доходную часть в размере 47 миллиардов 415 миллионов рублей. Депутаты Государственного совета тщательно изучили документ, обсудили его в прениях и приняли в первом этапе 25-й сессии. Олеся Григорьева, Вениамин Григорьев, Павел Павлов, Дом правительства. Thank you.